это свет и радость. Это песня, это дружба и мечты. Детство, детство это краски радуг. Кроха, сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Эти строки Маяковского. Наше поколение выросло на стихах Самуила Маршака и Корнея Чуковского. И, конечно, эта добрая детская поэзия отложила свой отпечаток на нашем воспитании. Как формируются ценности у наших детей, как разделяют ответственность за воспитание семья, детский сад и школа. Ошибки родителей, которые о себе дают знать много лет спустя. Всегда о важном в программе «Агойся». Я хотела бы обсудить вот такую социально-медицинскую проблему. Это семья и воспитание здорового ребенка. Здорового не только физически, но и психически. Несмотря на то, что есть интернет, и родители могли бы оттуда черпать информацию, но не всегда поступают, зная даже правильно, как общаться с ребенком, как его правильно воспитывать, как прививать ему правильные ценности. Об этом хотелось бы поговорить. Я думаю, тема довольно-таки актуальная, поэтому мы сможем обговорить с нашим гостем, который уже нас ждет. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях Дубицкая Юля, логопед и детский психолог. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. К ребенку как правильнее относиться? Это малыш, которого мы ласкаем, прощаем какие-то вещи, нежимся, или же это личность? И как с ним выстраивать отношения? Вообще идеальной моделью является взаимоотношения родителей и ребенка как ребенок, маленький партнер, маленький друг. Когда ты ребенка хочешь наказать или поругать за что-то, вот за его поступок, провинность, всегда следует опускаться на уровень его глаз. То есть ты приспускаешься на колено, и то есть вот на одном уровне, и ты тогда ему можешь сказать, что вот это ты сделал неправильно. Ну вот чаще же бывает, что родители заняты, с работы уставшие, ну отстань, ну потом, ну все, хватит ныть. Насколько это неправильно? Что мы убиваем в ребенке, когда ему говорим, отстань от меня, я сейчас не могу? Для ребенка важнее, чем внимание родительское, не может быть ничего, никакие игрушки не заменят этого. То есть маленький человечек, он будет думать, вот мама не обращает на меня внимания, или у мамы нету времени, а вот что я сделала неправильно, может быть, мама меня не любит, и в своих вот таких рассуждениях ребенок может зайти очень далеко. Это в первую очередь даже просто опасно. Какое количество детей нуждаются в помощи определенных специалистов, то есть логопеда, психиатров у нас в республике? С чем приходится работать, сталкиваться? Чаще я, это в последнее время именно вот эта задержка психоречевого развития очень часто у детей встречается. Первый всегда вопрос, который я задаю, как часто вы детям читаете сказки, какие стихотворения знают ваши дети элементарные, потому что все мы выросли на стихотворениях Агнии Барто, на вот этих вот маленьких стишках, которые мы заучивали наизусть. В последнее время я сталкиваюсь с тем, что дети вообще не знают, даже вот наша Таня громко плачет. Одна мама недавно мне похвалила своего ребенка, сказав такие слова: у меня ребенок развивается хорошо, вот вы знаете, она целыми днями смотрит мультики, а потом мне их перерассказывает, она знает поименно всех героев мультиков и так далее. Ни в коем случае нельзя замещать те же самые книги, общение со сверстниками, общение со взрослыми телевизором, потому что родителям бывает зачастую удобно просто включить телевизор, оставить ребенка, а ребенку, естественно, нравится, это красочно, музыка, весело и так далее. Театр начинается с вешалки, а детский сад с гардеробной. Здесь дети снимают верхнюю одежду, обувь, одевают тапочки. Так они учатся быть самостоятельными. Дети в детском саду проводят около 40 часов в неделю, почти столько же, сколько в семье. И поэтому время, проведенное в детском саду, обязательно отразится на их воспитании.
Дети после репетиции. Через несколько минут обед, затем сон. Но мы успеваем с ними пообщаться. Чем отличается дом от садика? Ну, потому что это мой второй дом. Ну, я хочу работать врачом. Но уколы не буду делать. Почему? Потому что, если нужно будет, придется. София 5,5 лет, общительная, раскованная, с большими планами на будущее. У нее уже есть правила жизни. Больше одной серии мультфильма не смотреть, к экрану телевизора не приближаться, ухаживать за бабушкой и воспитывать младшего брата. Обо всем этом София рассказывает охотно. Вот Давид, например, меня тянет за волосы. И что ты отвечаешь ему? Ничего не отвечаю, он маленький, не понимает еще. Понятно. А кто должен ему объяснить? Объяснить я должна и мама. И ты пытаешься объяснить, он понимает? Понимает, всего лишь смеется. А когда плачет, говорит «ма», а иногда он говорит «па». На вопрос, что делать, если ребенок непослушный, София нам сказала, как точно не стоит говорить с детьми. Мне сейчас это нельзя говорить. Давай по секрету. Я потом могу вырезать. Хорошо, сволочь, свинья. С маленькой интересной героиней хочется общаться дольше. И тут настроение Софии меняется. Она выдает то, что ее тревожило. Я звала маленькая врушка. Слезы Софии доказывают, как ранимы дети и детские переживания оставляют отпечаток. Поэтому психологи советуют общаться со своими детьми, узнавать, что их волнует, понять и разрешить ситуацию. В данном случае подруга Милена извинилась, и мы надеемся, Софи скоро забудет об этом инциденте. Дети, конечно, попадаются разные. Для этого у нас есть психолог в детском саду, который проводит определенную работу с ними. Директор детского сада Гунда проводит нам небольшую экскурсию, показывает чистые красивые комнаты, где много поделок. Авторами являются сами дети и их воспитатели. Сейчас все детские сады нашей страны на работу приглашают детских психологов. Их задача – общаться с детьми, получить доверие малышей, узнать и помочь разобраться в ситуации. Да, у нас бывают такие занятия, когда мы говорим о семье, там, да, дети говорят все, что может отец обидеть маму, и ребенку это не нравится, он говорит. Это младшая группа, скоро обед. В ванной выстраивается очередь. Маленькая Эмилия самостоятельно моет руки, обязательно с мылом, чтобы не было микробов, говорит она. Затем, не ошибаясь, находит свое полотенце. Так дети в саду обучаются самостоятельности, получают правильный рацион и адаптируются в коллективе. Терпение, любовь к детям самое главное. Если ты их не любишь, ты не сможешь долго изображать там хорошего человека, там это спокойствие, уравновешенность, потому что без этого никак. Все это не наиграешь, это все будет все равно видно спустя некоторое время. После обеда по правилам детского сада дети пошли спать. В старшей группе самостоятельно расправляют постельное белье, аккуратно ставят тапочки, кое-кто усиленно изображает глубокий сон. Малыши засыпают, а мы продолжаем свою работу и отправляемся в школу, где сейчас пик активности. Излишнее увлечение компьютером, например, для детей старше 7-8 лет, как раз-таки может стать одним из факторов формирования вот этой школьной тревожности, я вам говорила, дезадаптации, когда ребенок начинает хуже учиться, отвлекается, у него появляется агрессия. Это поколение детей очень нервозное. Это может иметь отношение к этой Конечно, технике? потому что вот если сравнивать, допустим, советскую модель воспитания детей, все мы знаем, что вплоть до того, что были даже плакаты «Жить по определенному режиму дня». В 7 утра встал, в 8 позавтракал и так далее. Сейчас вот с каждым годом все меньше и меньше родители задумываются о том, что все-таки режим дня у ребенка должен быть. И просмотр телевизора у маленького ребенка, он вообще не более 40 минут в день. И с перерывами дозированные, и желательно в первой половине дня, но никак не перед сном. Основная проблема – это замкнутость ребенка, то есть он замыкается в самом себе, ограниченный вниманием родителей, скажем так. Есть дети, которые в определенном возрасте, не получая достаточной любви и ласки от родителей,
допустим, переориентируются, грубо говоря, на улицу. Какие ценности потом появляются у наших детей в подростковом возрасте? Это ведь не секрет. Старшеклассники начинают равняться на криминального авторитета. На это может повлиять семья? То, что семья привьет ребенку в самом детстве, в самом начале, даже самый важный период, он так и называется, сензитивный период, когда ребенок воспринимает всю информацию из окружающего мира, это до 7 лет. То есть вот все, что мы до 7 лет в него вложим, а желательно еще и до 3 постараться как можно больше в него вложить именно положительного, хорошего. Ни в коем случае не гиперопека. Вот это потом и приносит свои плоды. Вот сама семья, одна семья не справляется. Не справляется. Большой, на самом да. деле я соглашусь, потому что даже если ребенок выходит на некоторое время на улицу, опять же может столкнуться с теми же самыми неблагоприятными факторами. Наша молодежь и дети тоже в том числе, они подвержены модным всяким влияниям. Я считаю, что если здоровый образ жизни сделать модным, очень многие будут этому следовать. Дети, они устроены так, что они всегда хотят быть похожими на маму, совсем когда они маленькие, и хотят быть похожими на папу. Вот, наверное, надо самим родителям следить за собой. Это очень тяжело, потому что мы, бывает, говорим одно, а делаем совершенно другое. А ребенок, естественно, он нас не слышит, он повторяет то, что делаем мы. Показывая собственным примером, что нужно и как нужно правильно, дети за нами будут повторять. Трудные подростки – так называют своих подопечных сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел. С инспекторами мы встречаемся у школы номер 2 имени Пушкина. Утром они приходят в школу, сегодня, например, 2-я, 10-я школа. С педагогом-организатором они приходят в классы, в начальные классы, потом в старшие классы и начинают профилактическую беседу воспитательного характера. Чаще инспекторов в школу вызывают из-за плохой посещаемости. Они ведут беседу с учениками. Если ситуация не исправляется, то обращаются к их родителям. Был у нас случай, мальчик 14 лет, мы вовремя это все заметили, что он стал употреблять наркотическое средство. Мы сразу поставили на учет, пригласили родителей, посещали часто, домой приходили. После 9 мы всегда его проверяли, дома он или нет. И вот так вот круг общения, изучили круг общения. И этот ребенок на глазах, он стал исправляться. Людмила Атлиба, начальник подразделения по делам несовершеннолетних. По ее словам, главное – проблему выявить, пока она решаема. Сотрудники подразделения в основном девушки. Они координируют свои действия с родителями учеников. Иногда приходится посещать их на дому. Просят родителей не разрешать своим детям водить автомобиль до совершеннолетия. Привычки бывают вредные. Дурные, неразумные, порой опасные. В 10 классе лекция о вредных привычках. Как не стать наркоманом, алкоголиком или вором? Этот вопрос я задаю ученикам. Даже если я вижу то, что человек так употребляет наркотики, или я с ним стараюсь с ним общаться. У каждого своя голова на плечах. Если человек хочет что-то сделать, он должен найти к этому стремиться, и тогда все получится. А у этой школьницы узнаю, могла бы она иметь друга-наркомана? Нет, не хотела бы. Во второй городской школе имени Пушкина обучается 1080 человек. Повискер Ирина Львовна, директор школы, говорит, что среди их учеников нет таких, которые состоят на учете в подразделении для несовершеннолетних. Поэтому работу инспекторов считает полезной. Дети – это повторение своих родителей. Как ведут себя родители, какие принципы, какие ценности у родителей, так и ведут себя дети. Главный приоритет, главный герой в их жизни – это, конечно, родители. Одна из учениц, говоря о воспитании в семье, а точнее о конфликте отцов и детей, затронула тему выпускного вечера. «Вечер бывает раз в жизни», – сказала она, 100 раз повторенную фразу. А мне не все равно, что мой подруга одевает. Это мой бал, мой выпускной, я ради этого училась 11 лет. Многие родители, посчитав суммы своих затрат на выпускной класс, обратились в Министерство образования вмешаться и остановить ежегодные расходы родителей. Придумайте и покажите другим школам. Вот пример, а мы сделали выпускной вечер, а он у нас отличался. Это не была вот ваша свадебная дискотека. Эта полемика послужила причиной для следующего репортажа.
спешишь? В абхазском обществе считается, что ответственность за воспитание детей больше всего ложится на мать. Ну, современные отцы, в общем-то, немножко по-другому на эту ситуацию смотрят. Но в основном, даже вот по берегу гуляешь, ты видишь, что мамы с детьми, а пап все меньше. Насколько отец должен участвовать в воспитании ребенка? Ребенку уделять внимание должны оба родителя одинаково. Может быть, не столько страшно, что мама с ребенком по берегу гуляет, сколько страшно то, что папа вообще бывает зачастую не знает о своем ребенке абсолютно ничего. Очень важно, чтобы и бабушки, и дедушки принимали участие в воспитании внуков. Это не значит, что они их баловали и говорили, вот мама там не разрешает, а я давай тебе дам конфетку или еще что-то. Это тоже неправильно. Вот насколько это правильно, когда взрослые выясняют отношения при ребенке и как это потом отразится на нем? Дети, они, как правило, всегда все проблемы переносят на себя и начинают думать, а что я сделала не так, что мама с папой больше не любят друг друга или меня не любят, и не дай бог, если касается или доходит дело до развода, то тут, конечно, детям приходится тяжелее всего. Это в корне неправильно выяснять отношения на глазах у ребенка. И как бы ни был велик соблазн выяснить отношения здесь и сейчас, нужно взять себя в руки, выйти в отдельную комнату или ребенка отвезти к бабушке, сесть и спокойно поговорить и сказать друг другу все, что бывает мы хотим сказать. Ах ты паршивец этакий! Ни на минуту одного нельзя оставить! Руки бы тебе поотрывать! Молоко на губах не отсохло! Со взрослыми спорить! Где там мой ремень? Ну-ка марш в угол! Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить. Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя. Многие семьи живут с бабушками и дедушками. И мы часто наблюдаем такую картину, когда мама поругает ребенка, а потом его успокаивает бабушка и, более того, ругает свою невестку, как ты могла поругать ребенка, или дайте, что ему хочет, и они настаивают старшие и позволяют ребенку сделать то, что запретили родители. Мамино слово потом вообще будет ничего не значит для ребенка. Мама не авторитет, да. Потом появится необходимость поиска такого, грубо говоря, дракона, кто будет наказывать ребенка. Как тут обычно выступает папа. Вот папа придет, я папе все расскажу, ты плохо себя вел, папа тебя накажет. Это тоже неправильно. Вот говорят о методах наказания, да, детей, то есть метод кнута и пряника. Отчасти у нас в обществе больше встречается метод кнута. Насколько это правильно и насколько вредит психике ребенка? Бывает так, что маленький ребенок требует от мамы чего-то определенного, какую-то вещь. Мама говорит нет. Ребенок дальше просит. Вот я хочу, допустим, телефон или планшет. Мама говорит нет. Вот так продолжается несколько раз, а потом у мамы уже нервы не выдерживают, она говорит, да на, возьми. Вот это неправильно. Потому что ребенок запоминает, пару раз сказав нет, потом мама говорит да, я все равно могу сделать. И вдруг, когда наступает вот какой-то момент, ребенок совершил какую-то провинность или что-то сделал, и тут родители начинают его наказывать физически. Бить, кричать, не знаю, бывает даже унижать, давить на его собственное достоинство. Но нужно задуматься, а какие действия ваши предшествовали всему этому? Может быть, вы сами в нем уже вот эту модель заложили, что раз он чего-то не добился, потом он делает еще хуже, и по нарастающей, это как снежный ком, выливается потом в наказание этого же ребенка. То есть нужно сразу для себя решить, что ребенку можно делать, а чего делать нельзя ни при каких условиях. Учебный год в школе завершается. Радость родителей омрачена хлопотами. Хлопотами не выбора профессии и поступления в вуз, потому как понимают, насколько это важно, а организацией и подготовкой выпускного вечера. Когда родители поделились с нами, мы предложили с Ноной Георгиевной пойти куда-нибудь в поход, или красивых мест в Абхазии много, но родители как бы и согласились. Но когда, видимо, пришли домой, поговорили с детьми, мнение они, конечно, поменяли. Дети, насколько я поняла, хотят вечер.
Мы говорим об ученицах, так как ребята непривередливы. Платья, украшения, прически и конкуренция между девушками. Каждый родитель, дабы не огорчать своего ребенка, идет на все ухищрения и исполняет желания. Этот тон задают некоторые родители, а другие уступают. А дети привыкли к стереотипу, и все выпускные вечера похожи друг на друга. Рестораны, обилие еды, демонстрация платьев и дорогих автомобилей. В духе соперничества кто лучше. Смысл в том, что мы все выпускники отмечаем наш долгожданный день. Конечно, мы этого безумно ждем все. Слушай, а поступление в вуз – это не долгожданный день? Да, но это все равно какой-то этап в нашей жизни. Мы заканчиваем школу, мы хотим с учителями, которые 11 лет нас обучали, вместе отметить этот день. Конечно, мы этого ждем и хотим, безусловно. А если государство может нам обеспечить такие, не знаю, залы, где можно провести бесплатно вечера, мы только за. Все бы ничего, если бы это гуляние на несколько часов для родителей не превращалось бы в неподъемную сумму. Некоторые из них обратились за помощью в Министерство образования. Вскоре появился указ министра об ограничении проведения выпускного вечера. Мимоза Зантария – родительница. Она считает, что отменять выпускной вечер не нужно, нужно изменить стиль. Государство имела такой зал, допустим, там, где чтобы можно было проводить эти выпускные вечера. Поочередно. Сербские школьники отказались от выпускного, отдав деньги на лечение детей. Эта информация облетела весь мир, и они стали героями года. Когда 17-летние молодые люди требуют оплатить им роскошь только для того, чтобы кому-то показать и доказать свою состоятельность, это говорит о смещении настоящих ценностей. Пятая школа, где мы проводим съемки, всегда отличалась неизбалованностью. Но в вопросе организации выпускного вечера сохраняет тот же стереотип. На мой вопрос, почему не придумать новую идею, удивить и отличиться от других, они отвечают: все так делают. Готовишься к выпускному вечеру? К сожалению, не смогу попасть на выпускной, потому что у меня в это время должен быть экзамен уже в вузе в Питере. Я хочу готовиться к нему. Гуранда уже студентка. Она поступила в российский вуз по специальности дизайнер архитектурной среды. Она не попадет на выпускной вечер, но не грустит. У нее другой повод для радости. А потом я, конечно, буду помогать своей школе. Тема нашей передачи – воспитание в семье. Правильно выстроенные ориентиры в детстве очень важны, они фундаментальны. Женить бы и обнять любимую свою. Эх, как бы дожить бы. Во дворе школы громкая музыка. Школьники готовятся к фестивалю военной песни. Мы заслушались. Приятно было видеть активных, креативных ребят. Ни в коем случае нельзя начинать свои фразы с того, что вот ты мне пока не имеешь права там ответить, потому что ты ничего не добился. Нужно всегда аргументировать. Часто мы слышим, что вот я столько в тебя вкладывал, а ты там, не оправдываешь мои надежды. Ни в коем случае нельзя этого делать, потому что мы никто никогда не знаем, когда наш ребенок покажет или проявит себя. Наоборот, надо всегда вот это содействовать, способствовать. А какие слова нужно говорить чаще всего своему ребенку? Я тебя люблю. При этом с ребенком нужно очень много разговаривать. Надо ему давать понять, что я тебя принимаю любым. И действительно не лукавить, а принимать своего ребенка любым, таким, какой он есть. Он не должен соответствовать ни вашим мысленным мечтам или образам и так далее. Детей, кстати, очень сложно обмануть. А вот в каком возрасте их надо отпускать, чтобы уже не было вот такой родительской опеки, когда их надо уже привлекать к ответственности, чтобы они были самостоятельны, чувствовали ответственность за свою жизнь? Самая такая правильная модель в семье – это когда ребенок твой маленький друг, да? То есть мы его направляем, но при этом он принимает решение сам. Если ему нужна наша помощь, мы эту помощь и поддержку ему оказываем. Но мы должны сами вот с такой хитростью, может быть, подходить, со своим опытом, и ребенку давать понять, что он тоже может принимать решения.
Полина Ивановна Адлейба суетится с утра, ждет внуков из Сухума. Да к тому же завтра день рождения невестки. Нужно успеть приготовить блюдо для праздничного стола, говорит она. Полина Адлейба – педагог по образованию. Сейчас воспитывает своих 4 внуков. Для меня важно вложить в них абхазский дух, национальную культуру и ориентировать на правильные ценности. Только в семье ребенок может научиться этому. И это долг абхазской бабушки, так считает она. А вот и они, Астамур Гуния, его супруга Хатуна, 4 детей – Дана, Астан, Рашида, Наур. Ребята выскакивают из автомобиля и спешат к бабушке, хотя расстались буквально вчера. Астамур – врач-уролог, работает в Сухумской городской клинической больнице. Хатуна тоже врач, лор, работает в республиканской. У обоих насыщенный график работы. Да к тому же в любое время суток могут потревожить пациенты. За детей всегда спокойны. Их тыл – бабушка Полина Адлейба. Как можно с ними дружить? Вот я пришла, все готово. Хачапур испечен, чуть распечен. Курица сваренная, все, она так все сделала себе. Да, и всегда так дома. Атмосфера в семье благоприятная. В любви и заботе растут дети и охотно об этом рассказывают. Хатуна считает, что ей повезло со свекровью, которую всегда называет мамой. В плане того, как я все это успеваю, мне помогает мама. В воспитании детей у нее нет особых правил. Она не позволяет себе раздражаться, если дети шумят, и терпеливо отвечает на все бесконечные вопросы. Я не ограничиваю их свободу, только корректирую и направляю, говорит Хатуна. Ну, не все разные у меня детки. Самый требовательный вот, второй. Даже вот сейчас вот он оделся, как он хочет. Я вот ему предложила другую одежду. Он говорит, нет, мама, я хочу. Ну ладно, раз ты хочешь вот это одень, пожалуйста, выбирай. Старшие, Дана и Астан, уже выбрали профессии. Они не изменяют семейной традиции. А сама кем хочешь быть? Стоматологом. Почему стоматологом? Моя тетя там работает, и мне понравилось, как она пластинки ставит. А кем ты хочешь быть? Врачом. А кто у тебя врач? Мама и папа. В будни вся семья находится в Сухуме. На выходные обязательно едут в родную Маркулу. Здесь все сделано руками Астамура. Сотни плодовых деревьев. Я не оставил свободных земель. Везде кругом сад. Также у меня есть свой лес, который берегу, говорит глава семьи. Сегодня я авокадо привез. Теперь у Астамура в саду будет и авокадо. Астамур не любит публичность и сейчас не хотел давать интервью. Не то родные места поменяли настроение, не то понял, что от объектива нашей камеры не укрыться, неожиданно обратился к нам. Мою рабочую покажу, где я медициной занимаюсь, где читаю. Хотите? Да, конечно, хотим. Астамур нас заинтриговал. Как минимум, мы ожидали увидеть мини-операционную или же медицинские инструменты первой необходимости, а увидели вот это. Вот этим всеми-то вещами это вот это самокосилка, газон, это косилка дружбы, керхер, видишь какой? К этому времени женщины на кухне успели накрыть на стол, где нас ждал айлач и красное домашнее вино, которое ежегодно Астамур делает сам. Быть хорошим специалистом, человеком, семьянином, беречь свой родной очаг, правильно организовать свою жизнь и при этом быть скромным. Таким знают героя нашего репортажа. Наверное, это и есть настоящий патриотизм. Спасибо. Была очень полезная передача, полезная беседа. Я думаю, я надеюсь, что те наши телезрители, которые нас сейчас слушали, какие-то вещи воспримут и обязательно используют ее в своей жизни, в общении со своими детьми. Большое спасибо, что были у нас в гостях. Спасибо вам тоже.
из передачи в передачу, когда мои соведущие приходят и говорят, что вот у нас были пациенты, вот мы же не зря сказали, что врачи на земле боги. Несите свой крест. И мы не хотим, чтобы вы жаловались, мы хотим, чтобы вы были всегда крепкими, здоровыми и лечили нас, и делали нас здоровыми. Вашими устами, да, Все Богу верно? в уши. Видишь, как я тебя поддерживаю.